біздің районда өзіңіз білесіз, енді 14 мыңға жақын халық яшай, 47% татар яшай, 43% марий, қалғаны орыслар енді қалған деп айтқанда 8 мәсжидіміз бар. Біздің болдырған шарабыз файдалы болар деп, біздің динімізді, ғұрып-ғадеттерді алда өсіп келген буынны тәрбиелеуде яқшы жаққа, оңай жаққа тәрбие берді деп. Это ведь народы наши, это не просто совокупность людей, этносов или народов. Это этнокультурное древо, корни которого с древнейших времен органически срослись, непрерывно порождая живительные плоды добрососедских, братских отношений. И действительно, на марийском языке можно сказать «здравствуйте, пору кейча» и «салам лежа», и «санесес», «ассалам алейкум». Не правда ли даже вот эти слова, которые являются объединяющими наши народы? Вот в этом и суть нашей крепости, и в этом и суть нашей работы совместной. Менің бабамның әтесі Зулқарнайн молла болған. Аны енді бәрәңгі халқы бигрәк та өлкән кешеләр яхшы беләдер дип беләм. Менә ул Халил Рахман хәзрәтнең әтисе Фидай Мухаммад хәзрәтнең бер туган энесе була. Бәрәңге халкының 30-нчы елларында яшәгән өлкән буыннарына бик яхшы таныш булган Халил Мулла, Халил Рахман хәзрәт. Ул 1890 елда Бәрәңге авылына дөньяга килгән. Казандагы Күл буе дигән икенче исемнәрдә бар аның, Апанай мәчете, Апанай мәдрәсәсе дип әйтәләр, Касыйми дип әйткәннәр. Шушы мәдрәсәдә Мулла Касыйм бин Дамулла Габдулгаллам әл-Шаршуида гыйлем ала. Һәм 1911 елның майында шуннан соң Уфага барып, имам хатиблыкка имтихан бирә. Һәм шәһадәтнамә алып кайта шуннан. Халил Рахман хәзрәт 1914 елда Бухарага чыгып китә. Анда мәдрәсәдә укый 3 ел дәвамында. Әмма ләкин әтисе Фидай Мухаммад хәзрәт аны Бәрәңгегә кире чакыртып ала. Һәм Фидай Мухаммад ул яшь муллалар арасында ярышка охшаган имтихан уздыра һәм Халил Рахман белеме белән көчлерәк булып чыга. Һәм аңа инде балаларны укырга, язарга өйрәтүне йөклиләр. Ягъни ул мәдрәсәдә укыта башлый монда Бәрәңгедә. Ул 1932 елны милли карашлы төркемгә керүдә гаепләнә. Һәм бу кешеләрнең берничәсе кулга алына, берничәсе инде читкә чыгып китә кала. Мәсъуллары арасында була шушы Халил хәзрәт тә инде. Ул шулай итеп Мәскәүгә чыгып китә. Быть имамом в этот период, это означало, что в любой момент за тобой могут приехать. Вот это вот. Вот простая характеристика. В любой момент за тобой могут приехать и увезти. 1941 год, начинается война. Насколько мы знаем, уже сейчас обнаружено первое обращение муфтия Абдурахмана Расулева, а это был единственный легитимный муфти на территории всего Советского Союза, других не было. И единственное духовное управление. Уже в июле 1941 года муфтий принимает обращение, в котором, по сути, объявляет джихад гитлеровской Германии. Потом это обращение следует в августе и сентябре 1941 же года. В мае 1942 года собирается первый пленум Центрального духовного управления мусульман. Одним из участников этого пленума был Халил Хазрат Насреддинов. Халил Хазрат 1936 года он стал практически лидером мусульманской общины Москвы. Он активно участвует, вся эта деятельность
по сбору средств, которая проводилась в Москве, в Подмосковье и по Центральной России, фактически координировалась и руководилась Халилом Насреддиновым. За этот год было проведено множество важных мероприятий административно-организационного и благотворительного характера. Из значительных событий этого года отмечу регистрацию 2 местных религиозных организаций. И самое главное – это открытие мечети в поселке Суслонгер. Ее открытие было приурочено к 1100-летию принятия ислама народами Волжской Булгарии и состоялось 21 июля этого года. И альхамдулляхи роббил алямин, мечеть получилась очень красивой, похожей на Кул-Шариф. В ней чувствуется особая атмосфера искренности и доброжелательности. Приятно всегда в нее заходить и молиться. И выражаю безмерную благодарность от всех верующих тем, кто возводил эту прекрасную мечеть. Это событие, оно знаменательно для нашей республики тем, что дома Аллаха не открывались у нас в республике уже с 2010 года. Отмечу также внутреннюю благотворительную работу, которая проводится во всех мечетях постоянно и особенно активизируется в Рамадан и на Курбан-Байрам. Одной из главных стратегических задач для нашего духовного управления я вижу усиление работы в Парангинском районе как земле, на которой выросли такие выдающиеся татарские религиозные деятели, о которых мы сегодня будем говорить. Именно поэтому мы проводим сегодняшнюю конференцию в этом районе и на этой земле. И дай Аллах, чтобы это начинание имело длительное продолжение. Давам Лобулсон. Сегодня задача имамов, она многовекторная. И мы не должны находиться только в мечетях, должны выходить и работать со всеми слоями населения и также выстраивать отношения с государством.